Разговор о будущем, как продвигать цифровые технологии в отдаленных районах Якутии. Соответствовать нормам пожарной безопасности, школы готовятся к началу учебного года. Отслеживать перемещение и миграцию птиц. Пернатым на севере установили чипы. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Ситуация с загрязнением реки Редерга в Алданском районе нормализовалась. Инспекторы-экологи установили, что источниками загрязнения стал новый руслоотвод реки и дренаж стоков из дамбы на Золотоносном участке. Нарушения были выявлены в конце июля. Административные меры приняли в отношении компании-нарушителя. В настоящее время вода в реке очистилась, добыча на участке приостановлена. В начале августа в целях выяснения обстоятельств загрязнения реки Редерге на место происшествия с рейдовой проверкой выезжали инспекторы Алданского комитета охраны природы. В ходе осмотра был установлен факт загрязнения водного объекта реки Редерге, левой притоки реки Элькон. Возбуждено административное производство по признакам части 4 статьи 8.13 и 8.5 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Отобрано проба природных средств для проведения экологической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе по определению ущерба, причиненного водному объекту. Разговор о будущем в Якутске проходит межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг». Эксперты и участники обсуждают продвижение цифровых технологий в отдаленных и труднодоступных территориях республики. В арктических районах этим занимается компания «Якстар». У них есть специалисты в 120 населенных пунктах. Все же для большинства жителей отдаленных районов цифровые технологии пока недоступны. Результатом двухдневной работы форсайт-сессии станет дорожная карта развития цифровой экономики в республике. Главное, что мы это начинаем обсуждать. Да? И, в принципе, решения это уже есть готовые, различные. Да. Я их просто не буду сейчас называть, но нам нужно взвесить все, потому что где-то это очень дорого. Решение есть, но дорого. Где-то есть дешевле, но ненадежно. И вот найти этот баланс, найти, главное, людей, кто это будет делать. Потому что где-то технологии существуют, а нет, допустим, компаний, которые могут это сделать в Якутии. Уже через 2 недели тысячи детей пойдут в школу. До 20 августа все образовательные учреждения столицы должны соответствовать нормам пожарной безопасности. Здание школы номер 9 – одно из старейших каменных строений в Якутске. Было построено еще в далеком 1949 году. Несмотря на возраст, школа оборудована всей необходимой современной техникой для предупреждения пожаров. То включаются вот эти лампы сразу. Аварийное освещение. Да, аварийное освещение. Все это работает. А так они у вас на аккумуляторах. Приемка пройдена, замечаний нет. Школа ко встрече детей готова. На сегодня проверку прошли 28 учреждений из 68. Но не всегда все так гладко проходит. Есть проблемы, которые инспекторы довольно часто встречают во время проверок. Много проблем у нас в Якутске по школам. Это по наружному противопожарному водоснабжению. Не у всех есть возможность установить либо пожарные гидранты, либо емкости. Ну, тоже с этим вопросом работаем. Захламленные пожарные выходы, помехи на путях эвакуации – тоже не редкость. Выявляет, предписывает устранить нарушения. Много споров было по турникетам. С одной стороны, антитеррор требует установку конструкций. С другой, во время пожара турникеты могут стать препятствием к спасительному выходу. Со временем и с этим разобрались. Нужно следовать четким правилам. Ширина самой калитки должна быть не менее ширины эвакуационного выхода. Так, это первое. Далее должна быть слегка открывающаяся конструкция антипаника, которая в ситуации, ну, допустим, сработки пожарной сигнализации можно будет свободно открыть, и чтобы пути эвакуации были свободны. С каждым годом требования ужесточают. Одно из последних – оборудование всех окон датчиками движения. Удовольствие не из дешевых, но требования есть требования. Школы стараются успеть за всеми нововведениями. Значит, если у нас прошлые годы, значит, видеокамер было меньше, в этом году мы увеличили видеокамеры, поставлены даже в кабинеты, в спортивный зал в частности. Конечно, здания очень старые, пытаемся не отстать от современных новых зданий. 1 сентября не за горами. Только в 9-ю школу придут порядка 900 детей. 80 первоклашек, которые впервые сядут за парты. Безопасность превыше всего. Ольга Лысак, Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Основные этапы объединения ленских автобаз завершены. Перемены в жизни коллективов никак не сказались на выполнении главной задачи – доставки грузов в адрес компании «Алроса». По общему объему перевозок автотранспортники идут впереди графика. Подробности у Вячеслава Пилипенко.
Реформы реформами, а производственные задачи никто не отменял. С таким настроем автомобилисты Алмаздортранса продолжают выполнять свою главную задачу – доставлять грузы для предприятий компании «Алроса». 7 месяцев работы позади, и уже можно рапортовать о перевыполнении плана. По оперативным данным у нас за 7 месяцев при плане 234 тысячи тонн перевезено 257. На выполнение плана повлияли у нас перевозки песчано-щебеночной смеси на Верхнемунское месторождение в помощь нам к дополнительным объемам. Работали на том переделе в июле, работаем сейчас 10 самосвалами. В номенклатуре перевозимых грузов основными позициями остаются топливо, селитра и цемент. В последнее время стали усиленно завозить горную технику на месторождение «Алроса». Груз специфичный, его нечасто встретишь на площадках Ленского отделения УМТС. По грузоперевозкам у нас основной заказчик УМТС. Централизованно все перевозки идут до подразделений через УМТС. То есть основной заказчик, основное направление грузов – это, конечно, подразделение компании. На сторонних заказчиков у нас в основном работает речной порт. По транспорту это разовые перевозки, а у речного порта программой производственной предусмотрена работа на сторону для сторонних организаций. Работа транспортников продолжается и в хорошем темпе. Летом выполнение плана зависит от реки, которая в этом году удивила высоким уровнем воды. Суда идут с полной загрузкой, а значит и автомобильному транспорту есть что перевозить. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». В Якутске временно перекроют движение по улице Чайковского. Об этом заявили в пятницу в окружной администрации. Движение транспортных средств ограничит по улице Чайковского от Вилюйского тракта до улицы Ильминская. Ремонтные работы начнутся 19 августа и завершатся лишь 30 сентября. В тот же день перекроют движение по улице Красильникова на пересечении с улицей Автодорожная с 7 до 23 часов. Коллектив Ленского объединенного речного пароходства и общественность Якутии простилась с героем соцтруда, кавалером орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почетным гражданином Якутии Михаилом Спиридоновым. В течение 60 лет судьба Михаила Спиридонова была крепко связана с водной стихией. Он внес неоценимый вклад в развитие водных путей. Его команда всегда входила в число лидеров пароходства. Именно в годы его работы освоили рейсы в Арктику, появились крупнотоннажные баржи. Михаил Федорович также активно принимал участие в общественной работе. Дважды был избран депутатом Верховного Совета ЯССР, был членом Высшего Совета старейшин, любящим мужем, отцом и дедушкой. Михаил Федорович начинал свою жизнь в трудных условиях, на маленьких пароходах. Они шли вниз по реке Лена, выходили в море, завозили грузы и на Яну, и на Оленек. Ну и в дальнейшем, когда пароходство уже получало флот река-море, он стал капитаном на большом танкере, пятитысячнике, 50 лет СССР. И он оставил неизгладимый след в нашей памяти. Жаль, что такой человек ушел от нас. Птицам на севере установили чипы. Ученые Института биологии изучают миграцию птиц и животных Восточной Азии. На днях они вернулись с экспедиции. Исследования прошли в Алаиховском и Нижнеколымском районах. Во время экспедиции ученые отловили 39 птиц, в том числе 7 тундровых лебедей, 32 гуси и установили спутниковые датчики. Чипы прикрепили на шеи, лапы и спины пернатых. С помощью устройств отслеживается перемещение и миграция птиц. Отмечу, что экспедиция прошла в рамках совместного проекта с Китайской академией наук. Мы изучаем перемещение, миграцию этих птиц, как они летят, каким маршрутом, где они останавливаются, где отдыхают, где зимуют, где гнездятся, и любые перемещения и активность в течение суток, например, даже можно узнать. Проект будет продолжаться. Этот проект до 2023 года. Эти работы проводятся не только на территории северных районов, но и здесь, в окрестностях Якутска. В данное время тоже проводятся нашими коллегами. И китайские коллеги, они очень заинтересованы в сотрудничестве вместе с нашим институтом. Белую среднеколымскую медведицу Умку Аяну навестили представители Московского зоопарка, депутаты Московской гордумы и наш корреспондент Татьяна Черемкина.
Напомним, в сентябре прошлого года белого медвежонка, который больше месяца бродил один и выходил к населенному пункту со стаей бродячих собак в поисках еды, обнаружили рыбаки Среднеколымского улуса Якутии. Операцию по ее спасению провели Московский зоопарк, газета «Вечерняя Москва» и столичное отделение партии «Единая Россия». Судьбу этой белой медведицы знает вся Россия. Сейчас Умка Аяна уже год находится в центре воспроизводства редких видов животных. Она заметно подросла, окрепла и превратилась в настоящую красавицу. Аянка заметно выросла, возмужала, перестала бояться людей. И проблем с пищеварением и с общением с людьми у нее нет. Но она не очень игривая, но все равно этот момент наступит. Все отмечают спокойный нрав медведицы. Говорят, что у нее настоящий северный характер. Ей подарили новые игрушки, сладости. Ее любимая еда – это рыба и мясо. А вот к фруктам и овощам она так и не привыкла. Правда, очень любит сладкое. А больше всего, как и говорится во всех русских сказках, мед. Рассказывают, что при хорошем расположении духа она даже может петь. Издает такой легкий мелодичный рык. Соседка нашей Умки Аяны, медведица Ника, она старше ее на год. Они очень хорошо между собой общаются, но пока специалисты не решаются объединять вольеры, потому что если эти серьезные дамы вдруг поссорятся, то беды не миновать. Зоологи называют нашу Умку Аяну очень аристократичной. У нее плавные движения, она практически не злится и не рычит. А самое главное, очень тщательно пережевывает пищу, что совершенно не характерно для медведей. Единая Россия, символом которой как раз и является белый медведь, постоянно следит за судьбой найденыша, старается оказывать помощь зоологам в работе по реабилитации. Но мы как шефы и как уже те люди, которые не только привезли ее с Якутии и дали ей прописку в Москве, но еще, наверное, те люди, которые стали, наверное, подшефной организации у данной медведицы, дали ей имя. И сегодня мы у нее здесь в гостях. Мы очень благодарим нашу якутскую организацию за то, что они нам помогли обрести такой талисман. Мы им очень гордимся и всегда будем вместе с ним. Аяна еще молода, но работники Московского зоопарка уже планируют к моменту наступления половозрелости найти молодой медведице достойного партнера. Мы подыщем обязательно для нее пару и постараемся получить потомство, которое в дальнейшем уедет в другие зоопарки или останется в нашем. Ценность Аяны, как белого медведя, в том, что она из дикой природы, и потому основная ее черта – это опасливость, что, как отмечают зоологи, очень хорошо для хищного животного. Она не должна полностью доверять людям, и это скажется на ее потомстве, на будущих поколениях. Зоологи надеются, что когда-нибудь в зоопарке дойдут до того, что животные будут не просто коллекцией, а они будут возвращаться в места своего природного обитания. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. На этом все. До встречи в эфире.